Наверное, не каждый из нас знает о том, что Казань в годы войны была едва ли не единственным поставщиком пороха на фронт. Где узнать? Кто расскажет? Но в Казани между тем все-таки может появиться новый музей, музей пороха. Об этом на этой неделе нам сообщил вот этот человек. Это Валерий Анатольевич Грязнов, сын бывшего директора порохового завода Анатолия Грязнова. Именно благодаря этому обстоятельству он почти 70 лет прожил вот в этом доме. Этот адрес, наверное, многим известен. Особенно хорошо он известен градозащитникам. Улица 1 мая, дом 16. Этот дом был построен в 19 веке именно для офицерского состава завода. А затем в нем жили директор завода, главный инженер. Все это видные организаторы порохового дела в Казани. С 2019 года этот дом стоит без жильцов. И мы не знали все эти годы и не знаем сейчас доподлинно, какая судьба ожидает этот дом. Однако, судя по всему, руководство порохового завода, которому и принадлежит этот дом, склоняется к тому, чтобы его сохранить. И не просто сохранить, а сделать его музеем. Единственным в России музеем пороха. А вот тут у меня с этими местами связан один сюжет, как говорится, для небольшого рассказа, до сих пор не написанный. Сюжет такой: самый счастливый день в жизни. Вот прожив жизнь, думаешь, а как же самый-самый счастливый. А день был такой. Это был май, 20 число мая 1953 года. И вот я прихожу сюда, мне нужно идти в ванну, но я смотрю вот через это окно, и я вижу вот там вот. Утром приехала машина, и самосвал свалил песок. И я выскочил. Песок, волжский песок с ракушечками. И 20 число мая я повалился на этот песок. Я закрыл глаза. У меня впереди целое лето, до сентября кончается. Самый счастливый день в жизни. Вот у меня таких, да, потому что дней полных радостей много. Всяких побед, наград. Но вот ощущение, что впереди ждет свобода, вот это важно. Из 25 тысяч проведенных в этом доме дней Валерий Анатольевич Грязнов чаще вспоминает один этот весенний день 53-го. Наверное, видеть и чувствовать то, что желает сердце, мы способны лишь в детском возрасте, и это ощущение абсолютной свободы каждый из нас может достать лишь из самых дальних закоулков своей памяти. Этот дом, в котором он прожил 68 лет, и есть сейчас такой закоулок. На улице 1 мая в Кировском районе Казани его теперь почти уже не видно с дороги, он совсем пропал на фоне уже подпирающих его многоэтажных жилых домов. Однако не пропал совсем без вести, как сотни других его ровесников. В Кировском районе старше деревянного дома нет. Возможно, его нет и во всем городе, ведь его самый известный жилец утверждает, что он 1808 года постройки. Для понимания, в этом году Наполеон воевал еще где-то в Испании. И именно в 1808 мир впервые услышал начальные такты 5-й симфонии Бетховена. А вот наш дом, причем тот первый, а наш 3-м номером на плане порохового завода. Здесь видно буквой «П», да? На плане Казани 1819 года этот дом, стоящий покоем буквы «П», уже есть. Есть и упоминание о нем, как считает наш герой, в книге Глинского, где говорится, что в 1808 построен дом на 20 покоев для господ штаб и обер-офицеров с погребами и конюшней. Таков и этот дом. Есть, правда, и те, кто считает, что этот дом вообще из 20 века. В 2020 году провели, наконец, дендрохронологическую экспертизу. На чердаке дома были взяты пробы дерева, и анализ показал, что бревна эти были срублены в 1829 и 1830 годах. Не 20 век точно.
А 808 ли – это все еще открытый вопрос. Когда мы приходим защищать такие объекты, мы, конечно, их защищаем как уникальные, сохранные дома. Город же уходит, он развивается, появляются новые дома вокруг. И, конечно, для нас очень важно, что в Кировском районе такой дом с таким возрастом должен сохраниться. Из деревянного зодчества действительно это старейший на сегодняшний день. Деревянных домов в Казани старше 100 лет вообще практически нет. Вот смотрите, вот эта обшивка этих досок пришита коваными кузнечными гвоздями. Эти гвозди заколотили 210 лет назад. Конечно, далеко не каждому очевидна ценность дома. Он скорее памятник истории, чем архитектуры. Мы снимали его последний раз в январе 2020-го. Тогда он только что был расселен, уже приходил в упадок и требовал немедленной консервации. Что и было сделано. К сожалению, это мало спасает деревянные строения. За этот год дом постарел сразу на пару десятков лет. Но это как раз тот редкий случай, когда то, что внутри, лучше того, что снаружи. Никакой он не барак. Тут вот анфилада комнат. Вот смотрите, вот дверь. Да, вот такое сейчас уже не часто встретишь. Одна только квартира Валерия Грязнова занимает площадь в 110 квадратных метров. Вспомним-ка, дом для офицеров. Здесь, рядом с заводоуправлением, с начала XIX века жили те, кто этим заводом руководил. Директора, главные инженеры. А Валерий Анатольевич Грязнов, он сын бывшего директора порохового завода Анатолия Грязнова. Поэтому он оказался здесь 70 лет назад. Посмотрите, какие комнаты были в доме. И что с ними сегодня? Посмотрите, как выглядел когда-то этот дом и снаружи. Здесь жили легендарные люди, организаторы порохового дела в Казани. Поэтому это в первую очередь памятник истории. И поэтому, чтобы сохранить, отстоять этот дом у времени, родилась идея организации здесь музея. В мире нет. Я специально в интернете набирал. Чего только нет, начиная от водки, кончая игрушками и всякой небывальщины. Есть самые разные. Но вот музея пороха как такового просто нет. Хотя это самое гениальное изобретение человечества за последние 1000 лет. Во многом это будет музей истории порохового завода, более чем 200-летней истории, которая вот здесь, в этих стенах и ковалась. Начиная с октября точно 1941 года наш завод снабжал порохом всю страну. Но период был совершенно героический. В войне 1812 года он был главным заводом. Потом в войне 1941-43 это был вообще единственный завод. И порох – это очень крутая сама по себе тема, очень яркая, интересная, потому что это связано с салютами, фейерверками. Это то, что из Китая проникло в Европу благодаря татарам и Золотой Орде. Об этом тоже нужно вспоминать. И Казань здесь, на самом деле, в выигрышном отношении, потому что здесь будут толпы туристов. Долгие годы между тем идет спор, признавать этот дом объектом культурного наследия или нет. У него нет сейчас такого статуса. Идет спор, потому что пока суд до дела, дом может и совсем развалиться. Возможно, это и не главный вопрос. Главный вопрос рядом. Нам не просто было поговорить с руководством порохового завода, который является собственником дома. Но Валерию Анатольевичу директор завода звонит. И звонил снова, вот буквально на днях. И то, что было сказано, еще раз внушает оптимизм. Помните, у нас была договоренность насчет музея, да? Давайте вроде к этому вернемся. Я говорю, я просто рад, да? Но разговор был. И разговор очень радостный. Я к этому готов. Я надеюсь, будет у него продолжение этого разговора. Если бы собственник выступил сейчас, заказал проект уже,
реконструкции, нового музея. То есть мы бы начали помогать. Мы просто не можем помогать тому, чего нет. То есть невозможно инициировать. Общество охраны памятников это инициировать не может. Республика не может. Мы не собственники. Единственный выживший во всей округе. Это уже дом-музей. Достоин ли он стольких лет на пороховой бочке? Испытает ли он когда-нибудь то самое чувство, которое испытал наш герой 70 лет тому назад? То самое чувство из безоблачного еще детства, когда все испытания и беды уже позади, а впереди лишь свобода, то, что уже видит и чувствует сердце. Михаил Любимов, Андрей Мохов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.